Мир вам, братья и сестры! С праздником всех! Сегодня усекновение главы Иоанна Предтечи. Предтечи и крестителю Господи, Отче Иоанне, моли Бога о нас. Такой стишок хотел еще прочитать сегодня. Из недавних. Все проходит, и это пройдет. Вечен только лишь миг настоящий. И за этот миг благодарящий воистину счастливо живет. Вот, и с Божьей помощью парку такую соорудили. Можно сказать, два ножа, каждый в своих ножнах, и все вместе соединено. Под заказ сделал, как всегда. Держатся плотно, вынимаются одной рукой, то есть пальцем упираетесь, и нож у вас в руке. Вот, сначала покажу. Тут как раз представлены два варианта ножей, я сейчас попозже чуть покажу, как они чем отличаются. Тут такая вот линия хамон, не знаю, передает камера, нет. Линия закалочки. Это ладно, потом покажу. Ну, в общем, приступим пока к испытанию. Непосредственно. Вес 85 килограмм. Одной рукой только для равновесия держусь за дерево. А дальше можно. Вот он ее весь. Нож целый. Тут, значит, у меня представлены два разных варианта ножей, да? Они по ценовой политике. Вот этот в 2 раза дороже примерно, чем этот. Это вот какие ножи я делаю? Делаю только два варианта, можно сказать. Ну, визуально чем отличается? Тут видно, наверное, что вот дол здесь немножко отступая от рукояти идет а здесь прямо из рукояти выходит. Тут больше циклов ковки, больше трудозатрат. Здесь меньше, соответственно. Этот нож полегче будет, даже если вот одинаковые сделать ножи. То есть один такого типа, а другой такого, но одинаковые по параметрам, по размерам, то этот будет нож легче. Недорогой вариант. Вот. И его я своим весом не проверяю, потому что тут сечение меньше, естественно, это уже рискованно. Да и не нужно. Ну, хвостовики у них у обоих длинные, прям до сюда доходят примерно. Вот. И теперь приступим к испытаниям. Рукося. То есть угол заточки острый. И у того, и у другого. Но тот, который вот шкурник, который маленький, у него еще острее даже, чем у этого. Но, тем не менее, кости рубить им не следует. Но если случайно заденете, ничего ему не будет. Так, далее. По дереву покажу. Ну, строгает. Вообще, он, видно, да, срез гладенький. Врезается хорошо. Можно и тоненькие такие вот сужечки заворачивать. Вот, примерно так. Это вот коровий хвостик. Видно, да, как бреет примерно. Ну и как режет, покажу сейчас тоже. На весу, правда, не очень удобно, но тем не менее, вот шкуру режет. То есть, еще удобно, еще кончик острый, и можно вот прям спарывать шкуру. Протыкать можно аккуратно. В общем, как-то так. Так. Ну и сейчас покажу, как. Тряпку не взял никакую.
Примерно так, даже кончик режет. Улетело. Оставлю пока потом, да. И теперь этот. Ветер все уносит. Ловлю. То же самое. Ну, это чисто шкурный, как бы, поэтому тут кости ему не грозят, но тем не менее все равно видно, что режет, причем даже кончиком. Тут угол заточки он, ну, попросили такой сделать, широкий и как бы максимальный угол заточки. Я не знаю, градусов 15, наверное, будет. Заточка в ноль, без подводов. Так, по дереву. Ну, дерево тут вообще, он просто врезается идеально. Такие вот вещи можно делать, как стамеской. Примерно так. Вот. Теперь шкура. Для чего он, собственно, и создан. Ну, брить, конечно, никто не будет добычу на охоте. Но тем не менее, то есть вот шкуру покажу, как режет. Вот даже максимально толстую шкуру, вот видно, да, что режет без усилий, в принципе. Примерно так. Погодите, сейчас еще покажу. Даже кончик режет четко. Так после всего. Вот. Покажу, значит, правка. Ну, это обычно вот брусок, наждачка. Самый такой бюджетный способ правки. Не надо никаких камней дорогих покупать, ничего такого. Лучше вот так вот, вернее, даже положить. И по плоскости со стороны дола. Плоскости минимум. Правка много времени не занимает. С обратной стороны только заусенчики снимаете. Как бы микроподвод такой получается. Если, значит, вообще ничего нету, можно вот просто даже нож об нож. Главное не торопиться, вот и движения такие вот. Запомнить, чтобы не навредить, а чтобы действительно поправилось. Вот. И об кожу ножен. Таким вот образом. Значит, тут отверстия сделаны для продува, для вентиляции клинка, для того, чтобы влага стекала. Ножны цельно-деревянные, то есть даже устья ножен тоже деревянные. Это чтобы не прорезало кожу, как у меня раньше было с такими ножами. И из можжевельника сделано, то есть клинок всегда приятно пахнет, всегда стерильный, хоть операции можно делать. Подвес сделан цельным кольцом. Вот он сюда как бы заходит и вокруг вот так вот. То есть очень прочная конструкция. Кожа цельная, без узлов. Так же, как и здесь все, в принципе. Дубовой корой дубленые ножны, растительное удубление. Так, ну и вот до щелчка заходит. Тут, кстати, это, вот спрашивали, да, тут получается ножны каждая отдельно сделано, а потом все вместе соединено. Это, то есть не просто как бы кармашек дополнительных ножным, а можно так сказать, что два отдельных ножна. В общем, всего самого доброго. До свидания.